В эфире вечерние новости. Здравствуйте. И коротко о главных темах выпуска. Пожар в одном из магазинов в Якутске сегодня объял огнем более 300 квадратных метров. Низкий уровень воды наблюдается этой весной на реке Индигирки. А мастер из столицы Якутии своими руками соорудил деревянный велосипед. Пожар произошел в магазине на улице Зорге в Якутске. По информации пресс-службы МЧС России по региону, погибших и пострадавших нет. Огнем повреждена кровля здания на площади 320 квадратных метров. Огнеборцам удалось исключить возможность перехода огня на соседние здания. Предположительная причина – это неосторожное обращение с огнем. Виновник устанавливается. На месте работает дознаватель Государственного пожарного надзора. На ликвидации было задействовано 36 человек личного состава и 6 единиц техники. В Главное управление МЧС России по Республике Саха-Якутия поступила информация о пожаре по улице Рихарда Зорги в городе Якутск. К месту вызова оперативно прибыли силы и средства Якутского пожарно-спасательного гарнизона. Погибших и пострадавших не зарегистрировано. В борьбе с пандемией помогают крупные предприятия Якутии. Напомним, по приказу главы Якутии крупные компании, действующие на территории региона, объединили усилия и внесли свой вклад в борьбу с COVID-19. В том числе это ПАО «ЕТЭК», ПАО «Селигдар», АО «Полиметалл УК» и АО «Тарынская золоторудная компания». Они направили пожертвования на общую сумму более 73 миллионов рублей. На средства пожертвований целевой фонд будущих поколений ведет закупку и поставку медоборудования, медицинских изделий, лекарственных препаратов и костюмов. Фондом проведена большая работа по привлечению финансовых средств для борьбы с коронавирусной инфекцией. Сегодня уже произведен ряд закупок и идет установка оборудования в медицинских учреждениях, приобретение лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Мы продолжаем работу с компаниями по привлечению дополнительных финансовых средств. Так уже достигнута предварительная договоренность с компанией «Роснефть», и мы ожидаем уже заключения соглашения о пожертвованиях от дочерних компаний Роснефти. Правительство России утвердило правила дистанционной продажи и доставки безрецептурных лекарств. В документе сказано, что этим смогут заниматься аптечные организации. Требования следующие. Иметь действующую не менее года лицензию на фармацевтическую деятельность с указанием о розничной торговле в качестве одного из видов работы. Иметь сайт или мобильное приложение, а также собственную курьерскую службу или договор с организацией, предоставляющей курьерские услуги. Кроме того, они должны иметь не менее 10 мест осуществления фармацевтической деятельности. Для начала дистанционной продажи лекарств необходимо получить разрешение от Росздравнадзора, куда через интернет подается заявление с требуемым комплектом документов. Федеральная служба рассматривает обращение в течение 5 дней. В России полным ходом идет весенняя призывная кампания. Из Якутии в этот военный сезон должны отправить около 1200 новобранцев. Однако все чаще в адреса военных комиссаров приходят обращения от родителей призывников, которые отказываются отдавать сыновей на военную службу, опасаясь заражения коронавирусной инфекцией. Как на республиканском сборном пункте борются с распространением инфекции и как идет работа по призыву, узнавал наш корреспондент. После посещения городских и районных военкоматов призывники доставляются на республиканский сборный пункт, где их распределяют по войскам и готовят к отправке в воинские части. Но в этом году появился еще один промежуточный этап призыва – проверка призывников на коронавирус. Оборудован пункт временного содержания призывников, так называемый изолятор, на базе республиканской специальной коррекционной школы-интерната для неслышащих обучающихся. Призывники, прибывающие из военных комиссариатов, муниципальных образований, в первую очередь поступают в изолятор, где они проходят тестирование на выявление коронавирусной инфекции. И после того, как будут получены отрицательные результаты на выявление этого заболевания, призывники направляются на сборный пункт. В помещении пункта временного содержания действует обязательный масочный режим. Призывники сдают верхнюю одежду, измеряют температуру и проходят тестирование. Все это, конечно же, с соблюдением социальной дистанции. В случае выявления новобранца коронавируса он помещается в изолятор, где будет ждать прибытия бригады скорой помощи. Мы прибыли в изолятор вечером.
Нас поселили на второй этаж, дали спальные места. Тут ведется масочный режим. Нас проверили медицинские работники, взяли анализы. Сейчас я понимаю, что здесь отличное изолированное место именно от коронавируса. Приняты все меры по осторожности от заражения этой инфекции. Все тут относятся к нам хорошо, военные, врачи. После изолятора призывников направляют на сборный пункт, где они проходят обследование профессионально-психологического отбора, проходят дактилоскопическую регистрацию. Также идет распределение по родам войск, исходя из чего новобранцам выдается военная форма. Первые самолеты с новобранцами отправятся из Якутска уже 23 мая. Хотел бы попросить родителей призывников не препятствовать прибытию своих сыновей на призывные комиссии военные комиссариаты, а способствовать исполнению воинской обязанности и воинского долга перед Отечеством. В весенний призыв планируется направить войска Восточного военного округа более 9 тысяч новобранцев. Из Якутии весенний призыв будет охвачено порядка 1200 призывников. Отметим, что экспресс-тест на коронавирус пройдут все призывники Восточного военного округа. В случае отрицательного результата на вирусную инфекцию призывник будет допущен на сборный пункт. Россияне подали через госуслуги 7 миллионов заявлений на выплаты на детей от 3 до 16 лет. Таковы данные Минкомсвязи страны после проведенного мониторинга. С самого начала услуга стала самой популярной, если судить даже с момента запуска единого портала госуслуг в 2009 году. В пиковые моменты на портале оформлялось более 3000 заявлений на выплаты в минуту, а в среднем этот показатель составил 1500 в минуту. А теперь о том, какая сейчас гидрологическая обстановка на реке Индигирке. С ситуацией нас ознакомит Светлана Поцелуева. Начался ледоход. Уровни при ледоходе очень низкие, ниже среднего. Средний уровень 350, а при наблюдении, то есть когда начался ледоход, уровень всего составлял 235 сантиметров. А опасная отметка для поселка Уснер у нас 650. Значит, не стоит беспокоиться, все у нас спокойно здесь. Северные реки непредсказуемы и коварны. За их поведением в районе круглосуточно следят 11 наблюдателей на 13 гидропостах. Начиная с 1 мая ежедневно в 8 часов утра мы выходим по рации со всеми нашими гидрологическими постами на связь, которые к нам прикреплены. Они подают информацию. Есть посты, которые поселковые, они передают нам информацию по телефону, тоже ежедневно. Сейчас мы видим низкий против обычного уровень воды в Индигирке. Питающие ее горные ручьи и реки Эльги, Нера и Большой Тарын еще окончательно не проснулись от зимнего сна. Река еще не полностью вскрылась. В верховье и низовье еще лед стоит. Основная масса льда еще будет проходить. Старожилы знают, весной река разливается редко. Другое дело при дождливой и жаркой погоде, когда с гор приходит черная вода. А пока угрозы затопления нет. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Уснера. Отопительный сезон у ГУП ЖКХ в Кобяйском районе прошел в штатном режиме, без сбоев и аварийных ситуаций. 2 структурных подразделения предприятия обеспечивают жизнедеятельность в 5 населенных пунктах. Помимо жилого сектора, 11 котельных обеспечивают теплом 19 социальных объектов. Отопительный сезон завершается. Коммунальщики разрабатывают план подготовительных работ на лето. Филиал Кобяйского района обслуживает 5 населенных пунктов. Себян-Киэль, Сиген-Киэль, Батамай, село Авиапорт и поселок Сангар. Общее количество котельных составляет 11 котельных. 7 котельных у нас работает на твердом топливе и 4 котельные работают на газовом конденсате. Отопительный сезон 19-20 года в общем прошел стабильно, уравновешенно, ровно. Сейчас, на данный момент, мы уже ведем подготовку к отопительному сезону 2020-2021 год. Окончание отопительного сезона, как всегда, у нас составляет 260 дней. Заканчивается 27 мая в 12 часов ночи. Окончательно отопительный сезон заканчивается по всем объектам филиала Кобяйского района. Железные детали, низкая посадка и деревянный корпус. Мастер из Якутска Юрий Яковлев саморучно изготовил велосипед из дерева. Изделие сразу стало местной достопримечательностью, а самому Юрию теперь не дают прохода любопытные граждане. С мастером пообщалась Светлана Неустроева.
Увлекаться столярным искусством Юрий начал в 2016 году. Переломным моментом для него стало ухудшение здоровья. Как признается мастер, с работы пришлось уйти, а денег перестало хватать. Да и желание развиваться сыграло немаловажную роль. Тогда-то Юрий вспомнил заветы своего учителя по труду и решил попробовать себя в качестве столяра. В детстве у нас в деревне, там, в Десятях, Виктор Прокопьевич был учитель труда. Вот. К нему мы на кружок ходили, там, из дерева вырезали. Так что, ну, как бы навыки вот эти вот к дереву еще с детства, наверное. В основном начинал там с маленьких коробочек, ящичков там для цветов, там подарочные коробочки простые, вот фанерные. Начинал с этого. Уже в детстве мастер начал увлекаться различного рода велосипедами. Сейчас же его скромную коллекцию венчает деревянный велосипед собственного производства. Причем при создании изделия Юрий не опирался ни на один чертеж, а действовал буквально по наитию. Вдохновлялся ретро-культурой и работами западных мастеров. Если посмотреть с точки зрения бизнеса, рынка, да, по моему мнению, он уже перенасыщен, скажем, этностилистикой, либо не то что этностилистикой, а национальными вот этими колоритами. Это что в мебели, что в интерьере. Это уже перенасыщение идет. Было бы хорошо, если бы мастера, конечно, бы сделали стилистику в этностиле, но более в современном каком-то укладе. А то, что касается вот моего стиля, я больше, наверное, ориентируюсь как-то, как сказать попроще, европейский, что ли, такой, ретро, старинное. Мне больше вот нравится что-то вот связанное со стариной. Сейчас у Юрия уже появились первые заказчики, желающие прокатиться на собственном деревянном велосипеде. Однако стоит это удовольствие недешево, порядка 60 тысяч. Помимо этого, Юрий изготавливает деревянные предметы декора. Однако клиентская база мастера в основном состоит из родственников, друзей и знакомых. У нас получается тестовая экспериментальная модель. Вот. И в случае вот удачи, как я понял, это уже удачная модель, вызвавшая фурор, да? Вот. Будут доработки, улучшения. И еще основные работы пойдут по облегчению веса. И здесь у нас по ходовой никаких изменений не будет, потому что ходовая себя очень хорошо зарекомендовала. Как говорится, дальше больше. Пока останавливаться на одном только деревянном велосипеде Юрий не планирует. В задумке мастера уже есть грандиозный проект создания небольшого судна совместно с детским яхт-клубом. Правда, пока для этого нет необходимых ресурсов. Однако это вряд ли остановит талантливого мастера. Саргалана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск. Зоопарк Артадайду объявил конкурс на выбор имени медвежонку Колыманы и Ломоносова. Его организовали совместно с Министерством экологии и компанией «Роснефть». Все желающие могут предложить свой вариант имени для медвежонка с 17 мая до 1 июня в соцсетях зоопарка Артадайду, а также на официальных страницах Роснефти в Инстаграм и во Вконтакте. По результатам голосования будет выбрано лучшее имя, которое объявят 5 июня, в День окружающей среды. Это второй опыт проведения конкурса на выбор имени медвежонка. Первый прошел в 2017 году, где из порядка 1000 поступивших со всей республики писем было выбрано имя Харчана. В этом году конкурс проходит уже на всероссийском уровне. На этом пока все. До встречи в эфире.